Сила – это не только мышцы. Богатырь из Уфы вяжет стальные узлы из гвоздей и арматуры. Владимир Романов даже попал в Книгу рекордов России. С уфимским богатырем познакомился мой коллега Радмир Азнабаев. Ну вот, в принципе. Потрескался, да, получается? Эта строительная каска способна выдержать вес до 500 килограммов. Но сохранить целостность после удара Владимира Романова у нее не получилось. Пару лет назад силач из Уфы попал в Книгу рекордов России. Ему удалось голыми руками согнуть 8 гвоздей за 5 минут. Я потому что никогда гвозди не обтачиваю. Ну, пробью, порежу, значит, руки сильнее будут, как говорится. Но заживут еще будет, мощнее. Бендинг – так называется вид спорта, которым занимается уфимский богатырь. Практически все стены в доме украшены его работами. Владимир помнит предысторию каждой. Он увлекся этим занятием еще 6 лет назад, вдохновившись видеороликами известного спортсмена Виктора Блуда из Петербурга. Тогда будущий рекордсмен России тоже решил попробовать свои силы. Из интернета, да. Ну, потом я к ним в гости вот ездил, к ребятам, так уж познакомился. Вот они меня уже и гнуть научили. Перед занятием обязательно нужно разогреть сухожилия и связки. Именно они помогают силачу гнуть железо голыми руками, а не мышцы, утверждает Владимир. Руку надо ровно держать и работать чисто кистью. Сейчас мы попробуем обработать пальцы рук вот такой магнезией и сами согнуть такой 200-миллиметровый гвоздь. Вниз так вот опускай. Но у меня чуть-чуть получилось. Но... А здесь мышцы не влияют. Хоть какой-то там здоровый или как тут. Главное крепость запястья. Свой первый железный узел Владимир скрутил спустя месяц занятий бендингом. Но только через 3 года непрерывных тренировок в прямом смысле кровью и потом пришел к своей цели и попал в Книгу рекордов России. Даже календарь из 365 страниц спортсмен разрывает мгновенно. Однако, чтобы создать полноценную композицию из железа, у мастера может уйти не один день. Она мне как-то в голове есть. Я ее хочу сделать, а гвозди они так не гнутся, не получается. И вот то один гвоздь испортишь, что второй, и потом вроде как-то раз собираешь. Ну, надо, чтобы не просто там налепил гору и там выложил, там показал, вот я такой сделал. Надо что-то, чтобы на что-то похоже было, чтобы красивое. Он ведет страницу в Инстаграме, где регулярно выкладывает новые работы. На гвоздях творчество не заканчивается. Силач также плетет из меди рыцарские доспехи и различные украшения. Кстати, Владимир является единственным, кто занимается бендингом в Башкортостане. И он надеется, что этот вид спорта обретет большую популярность, и у него появится не один последователь в нашей республике. Радмир Азнабаев и Тимур Каюмов. Новости. Уфа.